أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые братья, присутствующие, также и слушатели наши через социальные сети. Сегодня я хочу рассказать немножко о нашем пророке, саллаллаху алейхи вассаляма, как он старался ради нас с вами. Конечно, сегодня наверное, у меня речь будет немножко сумбурная. Почему? Потому что рассказать о пророке, саллаллаху алейхи вассаляма, рассказать про его историю, как он ради нас с вами страдал, очень сложно. Очень сложно и полностью от начала до конца какой-то рассказ его рассказать, не сокращая, наверное, мало кому из лекторов удается. Приходится сокращать. Почему? Потому что это жизнь человека, ради нас, который провел. И это жизнь самого лучшего человека на этом свете и на том свете. И каждая его речь как изюминка, и каждое его действие это идеал. Это несомненно, его каждое слово является правильным. И если даже мы будем за пророком следовать в любом его слове, в любом его действии, мы получаем вознаграждение. Поистине посланник Всевышнего Аллаха, после того, как на него была ниспослана миссия, после 40 лет, он потерял спокойствие души, он потерял сон. Передается от Аишата, это достоверный источник, достоверный хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, молился ночью, хотя он был безгрешен. Так молился, что его ноги опухали и лопали. И Аиша, радийаллаху та'аля ан, когда сказала ему: почему ты не проявляешь милость по отношению к себе? Ты же безгрешен, о посланник Всевышнего Аллаха. Он ответил: разве я не должен делать хам Всевышнему Аллаху? Разве я не должен быть признателен Всевышнему Аллаху? Он не только словами, он примером показывал. Когда асхабы голодали, вместе с ним он голодал. Представьте себе, бывало во время пророка Мадинатуль Мунаввара от голода. Представьте себе, находясь дома от голода, он не смог терпеть. Человек дошел до того момента, что его голод как бы вытащило на улицу, скажем так. Такие случаи бывали, это достоверные источники. И с ним напротив, когда он шел, на улице встретился Абу Бакр, радийаллаху та'аля. Также Умар встретился. Когда он их спросил, они сказали: не смогли вытерпеть дома от голода, вышли, сказали. Вот такие времена были, то время, когда они ислам приняли, когда они переехали из Макка в Мадина, они все отдали, все имущество, всю свою жизнь расходовали. Ради чего? Ради того, чтобы мы с вами спокойно здесь и в мечетях могли служить. Представьте себе, если бы на мгновение, если бы асхабы, великие асхабы, как Сальман ибн Раби' и другой его брат, не донесли бы до нас ислам, в каком невежестве мы находились бы, в каком состоянии, в каком положении мы находились. Это милость Всевышнего Аллаха, и мы должны делать шукру, хотя бы своевременно молиться. Мало из нас даже своевременно молится. Аллаху Та'аля в Коране спасал ая: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим». لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Говорит: поистине к вам пришел посланник из вас же. То есть Аллаху Та'аля не спасал какого-то ангела, какого-то инопланетяна и так далее. Аллаху Та'аля отправил именно
с миссией вашего же человека, то есть того человека, которого вы очень сильно уважали, очень сильно любили, и назвали Мухаммад Амином, человеком, которому можно доверять. Вот такого человека я вам отправил, говорит, азизун алейхи ма аниттум, который очень тяжко переносит то, от чего вы страдаете. Ему тоже тяжко становится от тех вещей, от которых вы сами страдаете. Биль му'минина рауфур рахим, к правоверным он сострадателен и милостив. Поистине он сострадателен и милостив к правоверным. Действительно, как я вначале сказал, каждое его действие – это нам пример. Он наш идеал. И мы должны знать его. Если вдруг на мгновение представить, что зашел человек, и он на мгновение, вдруг, если представить, зашел человек и сказал: «Я пророк тот самый», и мы должны посмотреть, узнать, что он является пророком. Это я говорю образно сейчас. Правильно меня поймите. То есть я этим что хочу сказать? Мы должны настолько его знать, его сифаты, его лицо, его руки, его ноги, его цвет кожи, его каждый шаг, его каждая улыбка. Мы должны его знать. Даже если появится и скажет, что я посланник, если вдруг такой будет, посмотрев, мы должны убедиться и знать, да, это он. Поэтому во сне пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда приходит, во сне, когда приходит пророк саллаллаху алейхи вассалям, он не берет облик. Вернее, шайтан не берет облик пророка. Если он скажет: я посланник Всевышнего Аллаха, мы должны хотя бы несколько сифатов о нем знать, какой он был. Когда он поворачивался к людям, вот почему много сифатов, много определений есть, качеств пророка. Их не перечислить за 30-40 минут. Но я именно взял те качества, которые мы забыли, которые у нас нету. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда поворачивался, он никогда не поворачивался лицом. Потому что если я повернусь лицом вот так, это проявление гордости. Как будто я проявил гордость по отношению к человеку, к которому поворачиваюсь. А как он поворачивался? Он поворачивался полностью телом. Знаете, братья, это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он ходил быстрым шагом. И Ибн Аббас говорит, радийаллаху та'аля анхума, по его ходьбе можно было бы определить, что этот человек не ленивый. Лень это не поощряется в исламе. А когда он ходил, казалось, как будто он спускается с возвышенности. И шаг у него был быстрым. И сегодня мы посмотрим на свои шаги, на свою ходьбу, как мы кичливо, поворачиваясь направо, налево ходим. Это не ходьба пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если бы кто должен был гордиться своей ходьбой, своей жизнью, пророк был бы, саллаллаху алейхи вассалям. Научимся ходить, как пророк ходил, быстрым шагом, не качаясь направо и налево. Получим за это вознаграждение, иншаллах. Никогда он не оборачивался, когда ходил. То есть у нас есть хасия, у нас есть качество. Когда мы идем по улице, мы смотрим, и если двери открыты, смотрим, что же там внутри дома творится. Если окно, как бы внутри окна что-то, какой-то силуэт видим, смотрим, что же там творится. То есть когда мы ходим, нам все интересно, что творится. Это не качество правоверного человека. Это не качество пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк шел по улице, он никогда не оборачивался направо-налево. Он не был человеком, который интересуется в делах других. Делах других, что творится в доме другого человека. Ведь это и запрещено. Это в Коране Аллаху Та'ала запретил и говорит. Аллаху Та'ала в Коране сказал, перевод значения, не шпионьте, говорит, не шпионьте, шпионажем, или как еще называется на русском, быть шпионом, исследовать какие-то секреты, изучать и так бы узнавать секреты других, это не по исламу, это запрещено.
Когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, печалился, задумывался, Айша, радийаллаху та'аля анха, рассказывает, он брал свою бороду вот так, кабалда, брал бороду и в таком положении задумывался, говорит. А когда он радовался, так радовался, что его зубы показывались, вот эти коренные зубы показывались. То есть его радость он показывал улыбкой. Улыбкой показывал. Никогда не хохотал. Ни в коем случае не рекомендуется в исламе хохотать голосом. Смеяться запрещается. Да нет, братья, смеяться можно сколько угодно. Ни в коем случае не рекомендую верного человека. Даже для обычного, нормального человека это неприемлемо. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, гневался, асхабы узнавали по 3 признакам. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ради себя никогда не гневался. Ради себя никогда не гневался. Не было такого, что он за то, что кто-то его обидел, кто-то ему замечание делал, были бедуины, приходили, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в грубой форме разговаривали, он никогда не обидел, не обижался. Обижался он только ради Всевышнего Аллаха, и когда он обижался, у него появлялись 3 признака, говорят асхабы, радийаллаху та'аля анхум аджмаин. Первый признак: между 2 бровями вдоль у него появлялась вена, выскакивала вена вот так. То есть это был признак того, что пророк опечален. И также щеки становились красными. И когда он вставал из маджлиса, где он был печален, где кто-то принес нехорошую весть, он свою рида, свою аба, свою накидку вот так поднимал, правой рукой выдергивал вперед. Вот эти 3 признака, говорят асхабы, радийаллаху та'аля анхум аджмаин, по этим 3 признакам только мы узнавали, что посланник Всевышнего Аллаха в гневе, что посланник Всевышнего Аллаха в печали. Представьте себе сегодня, как узнают печаль или гнев человека. Мы сами знаем как. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, когда мекканцы, только когда он начал распространять религию, даже его близкие родственники начали его обвинять, что он колдун, что он сумасшедший. Самый близкий человек Абу Лахаб, много раз я говорил, Абу Лахаб это тот дядя, когда его рабыня принесла ему хорошую весть, что родился ему племянник, от радости он освободил рабыню. Субханаллах, Абу Лахаб. И когда он, вернее, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: я последний посланник, уверуйте в единого Аллаха, оставьте идолопоклонничество, оставьте вот эти поклонения разным идолам. Абу Лахаб начал говорить: мой племянник сошел с ума. Мой племянник сошел с ума. И каждый раз, когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, подходил к палаткам, к приезжим людям, которые приезжали совершить хадж, в то время тоже совершалось паломничество, между прочим. И также приезжали разные туджары, то есть имеется в виду купцы. И пророк заходил в их палатки и говорил, доносил до них о миссии, за ним догонял Абу Лахаб и говорил: не верьте ему, это мой сумасшедший племянник, не обращайте на него внимания. Ему очень становилось трудно. И Аллах, Джалла ва Аля, для того, чтобы успокоить его, Аллаху Та'ала не спасал ая. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ты готов погубить себя, о посланник Всевышнего Аллаха, от скорби, от печали, по следам их. То есть это как понять? Муфассиры разъясняют, когда они отворачиваются от тебя, показывают спину, уходят, обсмеивают. Когда они обсмеивают тебя, ты готов погубить себя о скорби, говорит.
если они не уверуют в то повествование, которое ты приносишь им. Каждый раз, когда Аллах Джалля ва Аля не спасал ая, он читал, они отворачивались, смеялись, обсмеивали пророка. И он готов был себя погубить от скорби, от печали. И Аллах Джалля ва Аля не спасает ая. Не печалься. Аллаху Та'ала направляет. Ты только доносишь. Ты только доносишь миссию, которую я обязал на тебя. Передается достоверный хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, от Ибн Амр ибн Ас. Это Абдуллах ибн Амр ибн Ас. Это один из 4 Абдуллахов, который являлся мухаддисом. Очень много хадисов передано от него. Один из 4 Абдуллахов, на которых держится ислам, говорят некоторые ученые. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды прочитал цитату Ибрахима, алейхиссалям. Аллах Джалля ва Аля не спасал в Коране цитату Ибрахима, которую он произнес в то время, когда Ибрахим, алейхиссалям, был, и его племя, его кабиля, племя его, когда поклонялись идолам, Ибрахим сказал им, и Аллаху Та'ала его цитату не спаслал. И наш великий пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читает и говорит: «Рабби иннахунна адлална кафира, фаман таби'ани фа иннаху минни». О Господь мой, поистине эти идолы очень многих сбили с истинного пути. Кто последует за мной, фа иннаху минни, он будет со мной. То есть из меня, дословно если перевести. То есть означает, он будет из моей религии и будет со мной находиться. Дальше пророк говорит: Иса сказал: «Ин ту'адхибхум фа иннахум ибадук, ва ин тагфир лахум фа иннака антал азизул хаким». Если ты их накажешь, они являются твоими рабами, твоими слугами. А если ты их простишь, ты прощающий Аллах, ты великий, мудрый Аллах. И потом потом пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, поднимает свои руки и говорит: «Аллахумма уммати». О мой уммат, Аллахумма уммати. Начал плакать пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Что же будет с моим умматом? Что же будет с моей общиной, с вами, с нами? Что же будет? В это время Аллах Джалля ва Аля обращается к Джабраилу и говорит: «Пойди к Мухаммаду и скажи ему: инна санурдика фи умматик». Мы сделаем так, что ты будешь доволен своей общиной. Являет Джабраиля и говорит: мы сделаем, чтобы ты был доволен своей уммой. И никогда мы не огорчим тебя. Не будем огорчать тебя. Аллаху Та'ала не спасал ая: «Валя сауфа ю'тика раббука фатарда». Потом Всевышний Аллах тебе даст. «Ю'тика раббук», твой Господь тебе даст. «Фатарда», ты этим будешь доволен. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Валлахи, ла арда вахиду мин уммати финнар». Клянусь Аллахом, я никогда не буду доволен, пока хоть один из моего уммата останется в огне. Тогда Аллах Джалля ва Аля отправляет к пророку: «Башир умматака». Обрадуй свою умма. Кто умрет, не поклоняясь, кроме Аллаху, другому, он непременно попадет в рай. Вот так наш великий посланник Всевышнего Аллаха, пока он был на этом свете, стремился, просил у Всевышнего Аллаха. Так просил, что когда он просил, поднимал руки на небеса и вставал на передних пальцах. Представьте себе, просил за нас с вами на передних пальцах и просил.
просил за нас с вами. И каждый раз, когда мы совершаем какой-то поступок, какой-то грех, мы должны задуматься. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на том свете будет заступаться за нас. И когда узнает, что мы, зная о таких хадисах, аятах, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за нас старался, узнав наши грехи, нам разве стыдно не будет от пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Не будет разве стыдно? Ведь есть очень много возможностей сегодня познать все хадисы, аяты из Корана, разъяснение этих хадисов, разъяснение этих аятов, и внять для себя, и этим поднять свой дух, исламский дух, и иман, веру, и служить Всевышнему Аллаху. Каждый раз, когда мы совершаем какой-то поступок, мы должны задуматься об этом, братья. Однажды посланник Всевышнего Аллаха, когда сидел со своими асхабами, рассказывает, один пожилой человек, опираясь на свой костыль, согнутый от старости, настолько пожилой, настолько старый, кожа лица у него была сморщена, и его брови как бы падали на глаза, если дословно перевести. Настолько в таком положении престарый человек зашел в этот маджлис и начал спрашивать, где посланник Всевышнего Аллаха. И когда ему сделали дорогу, он приблизился к посланнику Всевышнего Аллаха и говорит: «Я Расул Аллах, расскажи мне о том человеке, который совершал на этом свете все возможные грехи. Нет ни одного греха, который он не совершил. Также нет ни одного наслаждения, вероломства, которое он не упустил. Я Расул Аллах, о посланник Всевышнего Аллаха, расскажи о нем. Аллах примет ли его покаяние или нет?» И в таком положении, опираясь на свой костыль, в согнутом положении, он стоит и ожидает с трепетом ответа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимает свои красивые глаза и говорит: «Ты принял ислам». Пророк понял. Он говорит о себе: «Халла асламт? Разве ты не принял ислам?» Он говорит: «Да, принял». Тогда посланник Всевышнего Аллаха говорит: «Если ты принял ислам», и передается, что посланник Всевышнего Аллаха вспомнил ая «Ва рахмати васиат кулля шай». Перевод его: «И моя милость объемлет всякую вещь». То есть Аллаху Джалла ва Аля не спасал ая «Моя милость объемлет всякую вещь». То есть моя милость распространяется на все создания. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда он сказал: «Я принял ислам», пророк ему говорит: «Аллах простил тебя. Аллах простил тебя все твои грехи». В это время от радости он начал кричать: «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» Повернулся спиной к асхабам и ушел. И Анас ибн Малик говорит: мы слышали Аллаху Акбар, его слово, пока полностью он не ушел от нас, не отдалился от радости. Вот такой наш великий посланник Всевышнего Аллаха. Вот с такой милостью он к нам пришел. И очень много трудностей он видел, распространяя ислам, донося до нас религию. Все рассказать невозможно. Один рассказ постараюсь вам рассказать. Представьте, когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, переезжал из Макка в Мадина, когда мекканцы его выгнали из Макка в Мадина, тайком он, боясь, что его догонят, и не пустят в Мадину, за свою жизнь, боясь,
Он тайком, когда переезжал в Мадину, он повернулся лицом к Макке и говорит: какой же ты прекрасный город, о Макка! Ох, как я тебя люблю, о Макка! Если бы твои жители меня не выгнали бы, я никогда тебя не оставил бы. Вот так он переехал в Мадину и, можно сказать, спокойствие познал, потому что жители Мадины его приняли, с радостью встречали, пока он не появился на горизонте. Каждый день, говорят, передают, выходили жители Мадины, ждали, когда же посланник Всевышнего Аллаха к нам придет. И когда он переехал в Мадину, вздохнул, и люди начали толпами принимать ислам. И первая битва Бадру, победили. И однажды он слышит, что жители Макка собирают войско, большое войско собирает, хотят напасть на Мадинатуль Мунаввара. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в печали, находясь в печали, начинает думать, как же поступить, защитить город внутри или выйти. Абдуллах ибн Убайю, это был один из, можно сказать, предводитель мунафиков, ибн Убайю. Он желал, чтобы в городе, чтобы остались, и чтобы они на город, чтобы напали, и как бы город защитить, он говорил. Так легче, так лучше. Однако другие советовали: нет, надо выйти. За город надо выйти. Там надо их встретить. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, решил выйти за город, на горе Ухуд их встретить. И передается, мекканцы, мушрики, идолопоклонники, язычники, они собрали 3000 человек, и всадников из них было, передается, 200 всадников, 700 кольчуг. В таком положении, в вооруженном состоянии. С собой они забрали женщин, чтобы они распевали разные песни, устраивали им праздники. И выдвинули в сторону Мадина. А у нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, было всего лишь 1000 человек. Из них 300 человек вернулись обратно. Во главе с Абдуллах ибн Убайю, он их уговорил, и осталось всего лишь 700 человек. И некоторые возмущаются и говорят: 300 мунафиков, откуда он взял? Когда я однажды сказал, 300 мунафиков было. Вот оттуда он и взял. 300 человек вернулись с Абдуллах ибн Убайю обратно. Когда пророк, саллаллаху алейхи, просил их, они оставили посланника Всевышнего Аллаха в беде и вернулись обратно в город. И 700 человек, всадников, знаете, сколько было? Всего лишь 2 лошади были. И заранее зная, где будет наш великий посланник защищать свой город, свою религию, это просто немыслимо. На мгновение подумайте, братья, сегодня на Дагестан извне кто-то хочет захватить Дагестан, уничтожить нас, уничтожить нашу религию, наших женщин поработить, уничтожить наших детей. Вот в таком положении был посланник Всевышнего Аллаха. Для чего я это рассказываю? Когда некоторые невежды говорят про пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, что он был тираном, что он нападал и так далее, я этим хочу показать, не был он таким. Он защищал свой город, защищал свою семью, защищал свою религию. И когда заранее мушрики узнали, где будет находиться посланник Всевышнего Аллаха, был такой Абдуллах ибн Камиат, такой мушрик был, он выкопал ямы, заранее выкопал ямы, чтобы мусульмане, когда будет вот эта стычка, встреча ихняя, чтобы они туда упали. И когда начался этот бой, передается, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упал в эту яму. И на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был шлем. И шлем специальными лапками, который закрывал подбородок. И когда он упал в эту яму,
он ударился лбом и поломал голову. Кровь вытекла у пророка. И из шлема два таких звена прямо зашли в его щеки. Зашли в щеки саляма, начал бить саблей. И не попал только на шлем, и передается, попал только на плечи. Пророк, саллаллаху алейхи салям, чувствовал эту боль. И месяц передается. В таком положении пророк, саллаллаху алейхи салям, оказался в этом бою, кровью истекал, и зубы у него сломались. Рубаи, резцы называют на русском, вот эти после первых зубов, которые идут до клыков, вот эти зубы сломались у посланника Всевышнего Аллаха. В таком положении он был. И самый первый, кто увидел его, Абу Бакр, радийаллаху та'аля ан, он поспешил к нему. Очень много там случаев. Это все рассказать нереально. Просто хладнокровно не могу их рассказать. Я вкратце рассказываю. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидев в таком положении, асхабы подбежали к нему. И первый успел Абу Бакр, радийаллаху та'аля ан, поднял его. Он истекал кровью. Потом поспел Абу Убайда ибн Джаррах. И в это время начал один мушрик кричать: убили Мухаммада, убили Мухаммада, чтобы паника поднялась среди асхабов. Действительно сильная паника там была. И передается, что асхабы, радийаллаху та'аля анхум аджмаин, ограждали, защищали посланника Всевышнего Аллаха от саблей, от копьев. Вот так его подняли, убрали в сторону. И когда начали вот этот шлем вытаскивать, Абу Бакр, радийаллаху та'аля ан, попытался, он не смог. Потому что, наверное, тяжело было. Тяжело было с лица пророка, саллаллаху алейхи вассалям, выдергивать это железо. Тогда Абу Убайда ибн Джаррах говорит: клянусь Аллахом, ради Всевышнего Аллаха, я, Абу Бакр, оставь меня, я вытащу. Я вытащу вот эти зубы, которые, или кольца, которые зашли в щеки пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Я сам вытащу, отойдите. Он подошел к нему и начал их вытаскивать. Когда руками он не мог, взял зубами выдергивать начал. В это время у него зубы поломались. Выдернул вот эти кольца зубами. И как только он выдернул, кровь вытекла, начала вытекать рекой, передается. От посланника Всевышнего Аллаха. Не могли остановить кровь. И нашли пепел, и пеплом замазали эти места, чтобы остановить. В таком положении пророк был. Когда рубашку снял, все тело было крови от пророка, от крови пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И в это время передается, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднял свои руки, хотел обратиться к Всевышнему Аллаху. Абу Бакр побоялся, говорит: сейчас он сделает дуа против своего уммата, как другие, Нух, алейхиссалам, как другие пророки. В последнюю очередь, когда уже их доводили, они поднимали руки, обращались к Аллаху. Дуа делали против своего уммата. Я очень сильно побоялся, говорит Абу Бакр. Сейчас пророк, саллаллаху алейхи вассалям, против своей уммы дуа сделает. А если он сделает против своей уммы, то Аллаху Та'ала не спаслет несчастье, весь уммат погибнет.
он поднял свои руки и обращается к Всевышнему Аллаху и говорит: «Аллахумма хди кауми, фа иннахум ла я'ламун». «Аллахумма хди кауми, фа иннахум ла я'ламун». Обращается к Аллаху. «О Аллах, направь на истинный путь мой народ. Они-то не знают, что творят». В это время даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за нас с вами заботился. Вот так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ушел из жизни. Никогда не гневался он ради себя. В такое время он обратился к Всевышнему Аллаху, чтобы его народ был на истинном пути, чтобы он их направил на истинный путь. И каково наше положение сегодня, братья? Когда мы встретимся с посланником Всевышнего Аллаха, Аллах, нам будет очень стыдно в его глаза посмотреть. Потому что мы день за днем портим его сунну. Портим тот путь, который он указал. Мы готовы проводить свое время только не для религии, не для сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Задумаемся, братья. Альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.